Здравствуйте. Сегодня 24 ноября в Бишкеке 22:00 в студии новостей Номад ТВ Мирбек Молдакунов. Завтра начинается государственный визит президента России в Кыргызстан. Российская Федерация является одним из крупных инвесторов в экономику нашей страны. О том, какие совместные проекты реализованы российскими инвесторами в Кыргызстане, из нашей студии на площади Алато рассказал директор Национального агентства по инвестициям при президенте Равшанбек Сабиров. С ним беседовала моя коллега Светлана Акматалиева. Добро пожаловать к нам в студию. Спасибо. Спасибо, что нашли время и пришли к нам. Вот как только что отметил мой коллега Мирбек, в преддверии государственного визита президента России Владимира Путина в Кыргызстан, это, безусловно, актуально поговорить, собственно, и об инвестициях, поскольку Россия является вторым крупнейшим инвестором в нашу республику. Как минимум по итогам 2024 года, итоги 2025 года приводить, наверное, еще пока рано, хотя уже ноябрь, можно поговорить, наверное, и об этом. Вот в этой связи, в контексте и госвизита Владимира Путина, и в целом, что вы можете сказать о кыргызско-российском инвестиционном сотрудничестве? Вы очень правильно отметили тот момент. Действительно, Российская Федерация является стратегическим нашим партнером. И нас очень многое связывает. Исторически мы всегда были и есть, остаемся стратегическим важным партнером. Почему? Потому что у нас из Российской Федерации на сегодняшний день сотни совместных предприятий здесь реализовывают свои проекты. И вы знаете, что с другой стороны, то, что трудовая миграция у нас в Российской Федерации, также приезд Владимира Владимировича Путина, я считаю, это очень таким значимым событием, потому что мы на сегодняшний день должны, подписать ряд важных документов. Мы также являемся страной, входящей в Евразийское экономическое пространство. Мы всегда взаимосотрудничаем с Российской Федерацией. Вы, если помните, 14 августа 2025 года в Чолпан-Атаде прошло заседание 7-го Кыргызско-Российского экономического форума на тему «Цифровой суверенитет как драйвер экономического роста» в качестве успешного примера реализации национальных программ «Цифровой Кыргызстан» и «Стартап Кыргызстан». Отмечены достижения парка высоких технологий, резидентами, которые на конец 2024 года стали 477 компаний, обеспечивающих выручку в размере 11,4 миллиардов сомов. При этом 94% продукции было экспортировано. Национальное агентство приняло участие в первом технологическом международном саммите Москва Стартап Саммит в 2025 году. Это 1-2 октября, который сам проводил. Герман Греф, который на сегодняшний день является также мэр города Москвы, Собянин. В составе от кыргызской делегации на мероприятии также приняли участие первый заместитель министра науки, высшего образования и инноваций, также председатель правления Айлбанка, также представители Национального агентства и Национальный инвестиционный фонд Кыргызской республики. Также 1 октября на площадке Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызской республики мы провели примером Татарстаном обсудили ряд инвестиционных проектов, также инновационные парки, развитие инновационных парков. И мы всегда обмениваемся практическим опытом с Российской Федерацией, регионами Российской Федерации. И мы заинтересованы в инвестициях Российской Федерации, которые на сегодняшний день которые в приоритете в экономике нашей страны. Да, Равшанбек Азатович, спасибо. Это что касается именно кыргызско-российского инвестиционного сотрудничества. Но хотелось бы поговорить в целом еще об инвестиционной политике. Какие вы можете отметить топ-5 инвестиционных проектов, которые на сегодняшний день реализует наша страна? В нашей стране, если топ-5, если отмечать, это значит, знаете, если взять Кыргызстан, Китай, Узбекистан, железную дорогу можем отметить, всесезонный кластер Алато Резорт можно отметить,
Также это самое можно отметить Свит Тамчи, который находится на Иссык-Куле. Это специальная финансовая инвестиционная территория, которая с английским правом. Также это самое можно отметить экологически чистый город Осман, который будет располагаться более 4000 гектаров земли. Там, значит, будут, значит, размещены все самые лучшие. Почему? Потому что на сегодняшний день хотим туда это самое размещать финансовые университеты, банки, также чтобы там были амфитеатры, стадионы и все самое лучшее разместить в этом городе. Кроме этого, значит, есть у нас от российских инвесторов, значит, Алтын Альянс Таласской области, который на сегодняшний день успешно реализовывает инвестиционный проект. Также здесь есть направление агропромышленного комплекса Чуйской области. Также это самое. Здесь очень много совместных проектов, и здесь можно отметить роль Кыргызско-российского фонда развития, который действительно это сам финансирует и поддерживает данные инвестиционные проекты. И на сегодняшний день их насчитывается более 100. И они это сам, действительно это сам, на сегодняшний день приносят пользу, огромную пользу экономике Кыргызской республики. Также это сам открывает новые рабочие места, а также выплачивает социальные пособия. И есть это самое, во многих проектах есть свои социальные пакеты тоже. И об этом нужно отмечать. Я так думаю, это все, значит, благодаря российским инвесторам. Спасибо большое, Равшанбек Азатович, за то, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. А я напоминаю, что здесь, в мобильной студии, на площади Алато, присутствовал директор Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызской республики Равшанбек Сабиров. Мы поговорили об инвестиционной политике государства